конференцию. Первый вопрос я хотел бы предоставить ГТРК «Саха». Иннокентий Тимофеевич Киринский, пожалуйста, ваш вопрос. Свое послание этого года вы начали с благодарности героям специальной военной операции. Как далее будет проведена выстроена данная работа? Конечно же, главная задача не только Якутии, но и всей нашей страны – это добиться победы. И надо понимать, что это на самом деле огромная работа. Мы порой, в силу разных причин, много о ней не говорим, но на самом деле республика, она сегодня в числе тех регионов, которые очень много делают для ее приближения. Мы с точки зрения помощи армии, наверное, одни из самых таких передовых регионов. Более того, хочу сказать, что вот та система помощи нашим военнослужащим из Якутии, которая у нас официально организована, она точно уникальна. Потому что у других регионов вот таких опорных пунктов на территории нескольких новых регионов нету. Нету системы, когда там на постоянной основе находится большое количество людей из республики, которые там работают и доставляют помощь. И реально мы сегодня видим, что благодаря этой постоянной работе мы решаем очень много вопросов. Не только там доведение какой-то гуманитарной помощи, но и чисто там, знаете, жизненных ситуаций бывает самых много разных и у военнослужащих, у их семей. Бывают различные вопросы, связанные с помощью нашим раненым. Да? Вот это все как раз благодаря созданию единого координационного центра на базе нашего поспецства и работе наших опорных пунктов. Оно решается слаженно, большое внимание. И в октябре я систематизировал все наши меры поддержки. Мы их все скомпоновали, подписан был один указ. У нас 28 мер поддержки военнослужащих, членов их семей. Из них 8 мы ввели новые в октябре месяце. Конечно, вопросов здесь много, но и еще раз хочу подчеркнуть, что эта задача, на мой взгляд, не только лишь одного правительства или муниципалитета, это задача всего нашего общества. И я признателен, еще раз хочу это сказать, десяткам тысяч людей, которые от всего сердца бескорыстно просто помогают. Это и предприниматели, это и женщины, наши пенсионеры, которые эти сети вяжут, так, или одежду шьют. Это волонтеры, которые, несмотря на свою занятость, на свою основную работу, идут в госпиталя, помогают. Я знаю, и в Москве, и в Санкт-Петербурге, в Хабаровске, в Владивостоке много таких примеров. Да? И благодаря этому, на самом деле, еще раз говорю, мы видим, как наши бойцы чувствуют себя уверенно. И во время прямой линии своей назвал количество героев России, которые из числа мобилизованных. Их 14 человек. 14. Из них трое из Якутии, из 14 героев России. Первые герои России из добровольцев, добровольческих отрядов, это тоже наш якутянин Александр Кулисов. Поэтому это показатель того, что наши ребята мужественно и самоотверженно защищают и делают это на очень высоком уровне. Поэтому я уверен, что мы обязательно победим. Ну и наша главная задача сегодня обеспечить приблизительно эту победу. И через поддержку наших вооруженных сил, через наших военнослужащих, через поддержку их семей. Давайте вопрос послушаем от газеты «Якутия». Матрена Кондратьева, пожалуйста. Какие меры будут приняты в следующем году по обеспечению продовольственной безопасности нас? Мне даже некоторые говорили, Алексей Сергеевич, а что ты в этот раз про сельское хозяйство не так много сказали? На самом деле я сделал это осознанно. Почему? Потому что сельскому хозяйству все задачи уже поставлены. Во-первых, задача поставлена какая? Самое главное, они должны нас накормить. Сельское хозяйство Якутии, оно должно эту задачу тоже выполнять. А то у нас, знаете, многие любят же болтать, но мало работать. Да? И начинается там то, третье, четвертое, пятое. А как касается результатов, мы, к сожалению, все-таки на те деньги, которые тратим на сельское хозяйство, отдачу пока получаем недостаточно. Мы в этом году 15 миллиардов 800 миллионов рублей вложили в отрасль сельского хозяйства. Это огромные средства. При этом рост продукции сельского хозяйства у нас, если смотреть в тоннах, там, кажется, яйцах, там, литрах и так далее, он крайне незначительный. И, конечно же, здесь мы должны все-таки наше сельское хозяйство делать более товарным. Мы
Конечно, будем поддерживать и личные подсобные хозяйства, будем поддерживать маленькие хозяйства, это тоже важно, это как раз сохранение, в том числе исконных традиционных видов сельского хозяйства у сельского населения. Но вместе с тем мы должны понимать, что если мы говорим о развитии именно рынка местной сельхозпродукции, мы должны говорить о товарных больших производствах. У нас их, к сожалению, крайне мало. И здесь вот новому руководству на сельхоза задачи поставлены, они их уже отрабатывают. Но я очень надеюсь, что уже в ближайшие годы мы по всем направлениям начнем серьезное продвижение. Еще раз, у нас тут резервов на самом деле море. Мы в Якутии должны применять самые суперсовременные технологии для того, чтобы добиваться успеха. Вот самый простой пример – это вот наша японская теплица Сайюри. Так? Вы же, многие из них на мои эти встречи с журналистами ходили еще когда я был мэром, так, и вы помните, там вопросов сколько было у нас. А зачем это надо, заработает, не заработает, будет, не будет. Так вот сейчас Сайюри выпускает уже свыше 20 видов разной продукции. Вы же замечаете, уже люди-то привыкли, у нас резкого скачка, в особенности межсезонья, когда у нас цены просто в 2-3 раза повышались на овощную продукцию, и уже последние годы нет. Потому что есть круглогодичный комплекс, который цены регулирует очень четко. Конечно, мы будем все делать, чтобы главная задача была решена, чтобы у нас продуктов местных было больше. И вот как раз тогда, например, можно решать вопрос, и надо решать, чтобы в школах и в детских садах наших детей кормили преимущественно местной продукцией. Я вот про это послание своим четко скажу. Я обязательно добьюсь, чтобы в этом году уже единое меню для школ, оно у нас появилось, и как раз с учетом нашей местной продукции. Там есть очень серьезные вопросы, связанные с Роспотребнадзором и, вообще, вот, как бы, с федеральными стандартами. Но я точно понимаю, что если вот этим планомерно, постоянно заниматься, это можно все решить. Просто воля должна быть у муниципалитетов, у школ, это все сделать. Именно исходя из приоритета здоровья наших детей. Айталина Никифорова, пожалуйста, Тайгар-Пост. Вопрос про борьбу с бедностью, когда мы ее явно прогнозируем, вообще какие перспективы. С энтузиазмом читаешь, конечно, новости про среднюю зарплату, что в Якутии 104 тысячи, там и выше у кого-то, да. Половина не получает от этих 104 тысяч. Все-таки какие есть надежды и перспективы? Вообще можно ли надеяться, что когда-то мы в богатейшей республике заживем нормально? Спасибо. Во-первых, по средней зарплате, хотим мы, не хотим, но статистика, она же такая, да? Оно везде так будет, да, в том числе. Вот. И у нас есть районы, где средняя зарплата свыше 150 тысяч. И там тоже есть люди, которые 30 тысяч получают, а есть люди, которые 400 получают. Да? Вот. Поэтому здесь это разнообразие жизни. Другой вопрос, конечно, я указ по борьбе с бедностью как раз подписал именно в интересах тех людей, которые находятся за чертой бедности. У нас, по разным данным, на 2018 год их было почти 20%. Тех, кто официально живет за чертой бедности. Сейчас их на начало этого года было 15%. Но 5% все-таки не выявили за чертой бедности. Но я считаю, что это недостаточно, поэтому я поставил задачу, чтобы за следующие 5 лет мы еще 7,5% минимум выделили. Вот, и порядка 70 тысяч человек у нас из-за черты бедности вышло. Здесь просто увеличением заработной платы оно ничего не решишь. Вот те, кто за чертой бедности, а это те в основном, кто зарплату так таковой особо и не получает. Мы сейчас только начинаем понимать уже конкретно, кто у нас бедный человек. У нас до недавнего времени мы вообще не знали своих бедных. То есть у нас была общая картина, 20% людей бедные, а вот кто конкретно Иванов, Петров, Никита, Сидоров, мы не знаем. И вот сейчас только персонализация до человека, она у нас начинает наконец-то доходить. И я сейчас задачу ставлю, чтобы каждый глава наследия, например, знал своих бедных людей. А то приезжаешь порой в какое-нибудь село, да, у них первый вопрос там: постройте мне то, постройте второе, постройте третье, четвертое, пятое. Спрашиваю: у тебя сколько бедных людей? И тишина. Много. А что такое много? Да? 10 человек, 20 человек, 30 человек. И вообще, в первую очередь, это же как раз тот, кто на земле работает, тот должен хорошо знать конкретно, кто
кто у него человек бедный, почему он бедный. Ну, здесь тоже греха чего таить. У нас же есть те, кто ведет асоциальный образ жизни, там, пьет и так далее, это одна категория. Так? Есть другая категория. Если вот мы как раз про семью детства говорим, у нас же чем больше детей, тем больше риск оказаться как раз за чертой бедностью. Это вообще не допустимо. Вот. И вот я считаю, что это задача не одного там главы республики или правительства. Это вообще задача всех органов власти, вообще в целом нашего общества, чтобы мы все-таки с бедностью очень системно боролись. И вот здесь нужны новые подходы. Надо искать, не пытаться просто за счет увеличения пособий или увеличения там средней зарплаты решить все вопросы. У нас, как показывает жизнь, чем увеличиваешь зарплату, тем тут же растут у тебя цены в соседнем магазине или там тарифы на электроэнергию. И еще раз, вот это, на самом деле, почему я указ подписал первым, потому что я очень хорошо понимаю тяжесть этой проблемы. Это просто легко так сказать, бедность там сидит 2 раза. Это вообще тяжелейшая задача. Тяжелейшая, сложнейшая, особенности в нынешнее время. Но мы ее обязаны решить. Я с вами полностью согласен, в такой богатой республике, как Якутия, у нас бедных людей вообще в принципе не должно быть, да, по-хорошему. Но мы сейчас конкретные задачи делаем. Сейчас правительство уже разработало, они мне показали 29 разных проектов по разным направлениям по борьбе с бедностью. Вот они уже их начинают реализовывать. Еще один вопрос от федерального телеканала. Роман Кутков, пожалуйста. Какие события в предстоящем году вы считаете наиболее ответственными? Какой в целом прогноз на 2024 и 2028 год? В 2024 году, конечно, главное событие и для республики, и для страны – это выборы президента. Вот, уверен, что якутяне, как всегда, активно примут участие в этих выборах. Всегда у нас была хорошая, большая явка. Ну и уверен, что мы поддержим тот курс, который сегодня в нашей стране есть. Вот. Что касается прогноза, я всегда оптимист. Я верю, что 2024 год будет лучше, чем 2023. СМИ телепрограмма «Точка взаимодействия» теперь имеет возможность создания имиджевых телепрограмм с дальнейшим размещением на телеканалах и в социальных сетях. СМИ может организовывать прямые эфиры и трансляции с 3 камер в интернет с сочетанием других программ типа Zoom или приедет и поможет записать ваше мероприятие с 4 камер. Подробности на сайте Округ ТВ.